Похвален Иисус Христос. Запрошаю всех деток, которые есть, сюда ближе Иисуса. Давайте привитаемся с Иисусом. Бо нема у нас каникул, а до Иисуса от Бога, да, от молитвы. Тому мы приходим сюда и говорим Иисусу, что мы тут есть. Мы пришли на встречу с Ним. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. И сговорим маленькую молитву, подякуем Богу за сегодняшний день, за погоду, за то, что мы могли прийти на встречу с Ним. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрат веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. Ім'я Отця и Сына и Духа Святого. Амен. И як, деточки, отдохнули трохи, отдыхаете, чи не? Смотрю, совсем не загорели, совсем бледненькие. Вот мало загораете, не загораете, да? Ну как вообще отдыхается? Хорошо? Нормально отдыхается. Ну, молодцы, что отдыхаете. О, загоревшая девочка. Наверное, как купаться любишь? Плаваешь? На бассейне, на даче. О, молодец. Кто еще где? А кто где еще куда-то ездил, может, на каникулах этих? Скажите, где вы были? Я ездила в город Батум. Ой, как далеко. В Гродно и еще кое-куда. Хорошо, это время путешествий, да? Я ездила в Молодечно. Ой, как хорошо. Как, конечно, красивые города. Кто еще где-то был? Ты где-нибудь была, Линка? Нигде не была. Может, бабушка, но все равно. Наверняка все больше спите, отдыхаете, свобода. Вот, смотрю, тоже пришли малышата, приходите сюда ближе. Вот. Ну, рада. И сегодняшнее Евангелие Иисус будет говорить своим ученикам, они спрашивают, научи нас молиться, да? И как вы думаете, какую молитву научил Иисус учеников? Как вы думаете, какую молитву? Отче наш, Отче наш. И да, он говорит, что молите молитву Отче наш, бо это самая досконалая молитва, когда мы звертаемся до Бога Отца. Так само Иисус говорил учням своим, как яны старались молиться, просите, а вам дадут, шукайте, а знойдете. Бывает такое, что вы что-то потеряли? Было такое? И что тогда вы делали? Долго-долго искали и наверняка потом нашли, да? И поэтому будем тоже учиться от Иисуса молитвы, будем стараться обращаться к Нему в каждой нашей нужде. А так само подумаем, деточки, за кого вы будете молиться сегодня. Может, за маму, может, за папу, за ваших близких, за сестер, братьев. За кого ты хочешь молиться? За маму. За маму. За всех. За всех будешь молиться. А ты за кого хочешь молиться? За всех людей. Будем молиться за всех, чтобы Господь Бог нам всем благословлял и давал здоровечко, да, и силу. И как мы учились молиться, так как Иисус нас скажет, как мы учились молиться и завсёды просить Его, а в чем-то просить и благодарить за то, что получили, да? Хорошо. Сейчас будем начинать, мша свята начнется, да, и будем петь песенки, да, будем все вместе громко петь, потому что кто поет, тот что? 2 раза молится, да? Иисус очень любит, когда мы поем. Хорошо? Добро, будем готовиться на мшу.
вас, дорогі брати і сестри, на 17-й звичайній неділі. І сьогоднішній Євангелії ми почуємо вельми важне питання і просьба одного з учнів до Ісуса Христа. Пане, навчи нас молитися. Вельми важна просьба для Бога. Ніби кожен з нас так само вміє молитися. Приходимо до костела, молимося, завжди просимо об нечем Пана Бога. Але це вельми важна просьба. Щоб далі Бог нас навчив молитися. Не молиться словами, але перш за все навчитися молитися серцем, навчитися з ним розмовляти, не простольки патери, але й своїми словами, сказати, Боже, що я потребую від Тебе, що можеш дати мені, як люблячий Отець, який завсюди клопотиться об своїх дітках. Тому спочатку святої вши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я вірую в найсвятейшую віру, о Божьем благословенстве, о власти здоровья, потребных ласках для новой семьи, для Анастасии и Лорана, просячи доброго Бога, об'єднав їх завсюди, і всі клопоти життєві, які будуть у їх, завсюди Пан Бог вирішав разом з ними. Добрий Бог їх благословив на эту служенську дорогу. Ксьонз Максим, вірує в святейшую віру, в інтенції Мартина Стопки, о Божьем благословенстве і потребних ласках, з оказії 18-ї годовини його дня народження, а так само просять, щоб здав екзамен на право на водительські права. Ксьонз Віталій, вірує в святейшую віру, в інтенції Богу відомий. Перепросим теперь Пана Бога за наші грехи. Завидаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, грішив я вельми, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Прошу Найсвятейшого, Пана Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, за мене до Пана Бога. Нехай смилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного.
помолимся. Боже, оборонца усіх, хто на Тебе спадіється, без Тебя нема нічого моцного, нічого святого, а толи нас Твоєю милосердністю, і научи нас мудро користатися земними добротами, как яны вели нас до добра вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, благодарить уедности Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні Пан сказав Аврааму: «Узмоцнився крик супраць Содома і Гомори, і грахи їхні стали вельми тяжкими. Сиду і погляджу, ці сапраўды чинить згодна з нараканням, якое доходить до мяне, ці не, я доведаюся». І повернулися мужи гэты, і пайшлі ў Содом. Авраам жа яшчэ стаяў перад Паном. Наблизившийся, Авраам сказал: «Няўжо ты загубишь справедливого разом с нягодником? Коли знойдется в городе 50 справедливых, няўжо ты загубишь и не пошкодуешь город теле 50 справедливых? Коли будуть у ім, не раби гэтак, каб забить справедливого с нягодником и учиниться справедливым, як с нягодником. Не раби так, ці ж суддя усёй земли не чинить правосуддя?» И Пан сказал: «Коли я знайду в городе Содоме 50 справедливых, то я дарую сяму городу дзеля іх». И сказал Аврааму отказ: «Вось я, будучи пылом и попелом, отважуся говорить с Паном. А что, коли до 50 буде не ставать 5 справедливых, знищишь увесь город дзеля 5? И он сказал: «Не знищу, коли знайду там 45. И знов каже ему: «Може, знойдется там 40? И он сказал: «Не учиню и деля 40. И сказал: «Нехай не гневается Пан мой, коли скажу: може, знойдется там 30? И он сказал: «Не учиню, коли знайду там 30. И сказал: «Вот же я почав говорить с Паном, може, знойдется там 20? И он сказал: «Не зруйную деля 20. И сказал: «Прошу, нехай не гневается Пан мой, коли скажу еще раз: може, знойдется там 10? И он сказал: «Не знищу деля 10. Это Слово Божие. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю Цябе ўсім маім сэрцам, бо пачуў Ты словы вуснаў маіх. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Тваёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю імя Тваё за милосердность Твою и верность. У дзень, калі Цябе паклікаў, Ты пачуў мяне, павялічыў моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Узнёслы Пан бачыць пакорнага, а ганарыстага пазнае здалёку. Калі я пайду сярод няшчасця, Ты мяне падтрымаеш, выцягнеш руку сваю супраць гневу маіх ворагаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твая правіца ратуе мяне,
Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, поховані у Христі разом з Єсусом, ви воскресли так само у їм, дякуючи віри у діянні Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, мертвих про грехи і необрезання тіла вашого, Він оживив разом з ним, дарувавши усі грехи. Він стер запис наших долгов относно постановок, які был супроть нас и скасовал его, прибивши до крижа. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ми прийняли духа усиновлення, у яким кличем Абба Ойче. Аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю всех где-то сюда ближе. Кто еще спрятался от костера, не бойтесь, подходите. Да, кто еще в костре есть, детки, подходим сюда ближе. Сколько нас есть, столько есть, хорошо. Дорогие детки, давайте сейчас послушаем, что сегодня Пан Иисус хочет нам сказать. Очень важные слова. Да, давайте послушаем. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Калі Jesús быў у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як і я навучыў сваіх вучняў». І он сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё, хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, бо и мы отпускаем кожному должнику нашему, и не вводь нас у спокусу». Затым сказал им: «Хтось з вас, маючи сябра, пойдзе до яго опоўначы и скаже ему: Дружа, позыч мне 3 боханы, бо сябар мой з дороги зашоў до мяне, а у мяне няма чаго даць яму. А той знутры скаже яму ў адказ: Не турбуй мяне, дзверы уже замкнёныя, и дети мои на ложку со мною. Не могу устать и дать тебе. Кажу вам, калі ён не устане и не дасть ему за того, что той сябра ягоны, то за настойлівасці ягонай устане и дасть ему, колькі патрабуе. И я вам кажу: просите, и будзе дадзена вам. Шукайте, и знойдзеце. Стукайте, и адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Калі ў нейкага з вас бацькі, сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю? Або калі папросіць яйка, дасць яму скарпіёна? Калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Отец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у яго. Это слово Пана. Ну что, как дела? Хорошо? Все хорошо у вас? Да? Полинка, у тебя все хорошо? Здорово. Что? Хорошо. У меня к вам вопрос. Скажите, а вы умеете просить? Умеете? Все просят? А кого вы чаще всего просите? У мамы, родителей? Хорошо. А если вам говорят: нет, я тебе этого не куплю, что вы тогда делаете? Да, топаете ногами, ничего не делаете? Как вы реагируете, когда мама говорит: нет, тебе это не нужно? Что вы делаете тогда? Ну? Упрашиваю. Вот, упрашиваю. Что еще делаете? Кто-то говорит, что ничего. Ну? Либо ничего, либо пытаюсь как-то так договориться. Да? И как договариваешься? Я, мама, тебе убираю, а ты мне заезд покупаешь, да? Нет. Типа,
того, что прошу и так далее. Хорошо, что еще? Ну, давайте тут. Я, например, прошу купить, а я маме делаю что-то полезное. Хорошо, да, у вас бартер с мамой. Я тебе работу, ты мне подарок. Хорошо. Я хочу маме пожаловать, люблю и очень сильно. Хорошо, маме будет приятно это слышать теперь. Ну, Обнять и поцеловать. то есть ты на эмоции чуть действуешь. Хорошо. Смотрите, какие вы очень умные, да? Что каждый из вас какое-то ищет влияние. Да? Что, Полинка? Когда мама не разрешает мне, я договариваюсь тоже. Ага, ты с мамой договариваешься тоже. Смотрите, да? Хорошо. А сколько раз вы просите? Один раз и говорите, все, больше не буду просить. Мама сказала нет, значит все, нет. Больше раз, да, просите? Вот, хорошо. Почему об этом сегодня вам говорю и спрашиваю вас, да? О том, что почему мы просим, пытаемся договориться, влияем на эмоциональные чувства, да, родителей, чтобы что-то получить свое. Хорошо. Сегодня в Евангелии подходит ученик к Иисусу и просит кое-что. О чем просил сегодня ученик? Кто внимательно слушал? Ну? Научите молиться. Да, правильно. Сегодня приходит ученик и говорит: Иисус, да, учитель, научи нас молиться. Вы умеете молиться? Да. А что такое молитва? Одним словом, кто может сказать? Ну? Разговор с Богом. Все верно, да. Это самая простая дефиниция, да, самое простое определение молитвы. Это диалог с Богом, когда вот я с вами общаюсь, точно так же я должен общаться с Богом, да. Но смотрите, а ученик, как вы думаете, этот ученик не умел молиться? Умел. Они все, это уже взрослый был человек, это не был маленький ребенок, это был взрослый человек, который наверняка, как ваши родители, тоже умеет молиться. Но, что самое интересное, он подходит к Иисусу и говорит ему: учитель, научи нас молиться. И сегодня про молитву я хочу с вами пообщаться. Про молитву, да? Что такое молитва? И как мы молимся? И как правильно надо тоже уметь молиться. Хорошо. Смотрите. Мы говорим, что это диалог с Богом, да? Но как мы молимся? Как вы думаете, как мы молимся? Ну, давай. В имя Отца и Духа Святого. И Духа Святого. Да, мы так всегда начинаем нашу молитву. Это самая первая молитва, которую нас научили мама, папа, дедушки, бабушки. Это молитва Святой Троицы. Да? Мы молимся до Святой Троицы именно так. Да? Потом, какой молитвы дальше мы молимся? Ну? Дева Мария. Так, Витай Мария, добре. Отче наш. Вот, да? И веру в Бога, и хвала Отцу. Смотрите, и какой учит Иисус молитве сегодня? Отче наш, да? Это самая главная молитва, которую мы с самого детства уже начинаем, да, знать. Я еще помню, моя учительница всегда говорила, чтоб вы учили алгебру как Отче наш, да? Что так всегда говорили, чтобы от зубов отскакивало, да? Чтобы всегда как знали Отче наш. Но это тоже очень важная молитва. Молитва Отче наш. Потому что мы тоже там в этой молитве просим, чтобы хлеб у нас был, чтобы мы учились прощать, чтобы Бог нас прощал, и мы, как умеем прощать должникам нашим, и чтобы Он нас вел всегда куда? Куда нас должен завести Бог? В рай, да? То есть в Царство Небесное. Но хорошо. Но порой мы начинаем забывать про молитву. Либо мы ее, не буду сегодня молиться, либо так просто скажу что-нибудь и все. Да? Сегодня я вам кое-что тоже принес. Давайте, да? Смотрите. Как вы думаете, что это такое? Автомат. Ну, кто далеко сидит, это не оружие. Это автомат с чипсами, с напоями, да, с печеньками. Холодильник. Нет, это автомат, который нам выдает что-то, да? Нам что-то выдает. Как получить нуждающийся? Да, вот что вот я хочу что-то. Ну? Монетка. Да, бросаем монетку, нажимаем кнопку, и оттуда выпадает что-то, что я загадал, да, что я пожелал. Вот я пожелал себе голову, да, я бросаю монетку, нажимаю на кнопку, и выпадает желаемое, да, вот то, что я захотел. Вот, да, вот я желаю этого, и оно должно теперь что сделать? Мне выпасть. Да, я пожелал, оно выпало. Но, дорогие детки, помните о том, что Бог
И молитва – это что? Кто умеет читать, прочитает нам? Ну? Бог – это не автомат для исполнения желаний. Верно. Первое, самое основное. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Бог – это не автомат по исполнению моих желаний. Смотрите, мы в автомат бросаем монетку, и тут должно выпасть. Многие люди тоже так думают, что я помолюсь один раз, и Бог должен выполнить мои желания. Я же ведь помолился. Почему Бог молчит? Пускай отвечает. Я же помолился. Бог обязан дать мне то, что я желаю. Да? И поэтому очень многие люди тоже об этом забывают и думают, что так вот выглядит должна молитва. Я помолился, и все, и Бог должен исполнить. Да? Тоже люди многие забывают о том, что если я молюсь, я тоже должен что-то делать. Когда у Бога что-то прошу, да, то должна быть и мое участие. Не только я сказал что-то, да, допустим, у меня проблемы в семье, да, муж с женой, либо родители с детьми и так далее. Я говорю, Боже, помоги, и при этом ничего не делаю, буду лежать. Это правильная молитва? Нет, я должен что-то делать здесь сам. Тоже выходить навстречу и вместе с Богом, да, эту проблему решать. Хорошо, идем дальше. Следующее. Ну, кто почитает? Давай. Молитва – это не список того, что я хочу. Все верно. Второй момент. Молитва – это не список, чего я хочу. Так, по Боже, я хочу так, это, и вот еще это. Пожалуйста, ты должен мне это все исполнить. Бог будет выполнять? Нет. Скажите, а Бог нам может сказать нет? Да. Бог тоже может нам сказать нет. Бог тоже может нам сказать нет. Смотрите, очень простой пример. Вы приходите к папе своему и говоришь, папа, дай мне ножа, я хочу поиграться, пойти на улицу. Папа вам даст нож? Нет. Приходите к маме и говорите, мама, я сейчас хочу сладости вместо обеда. Ты мне дашь сладости? Нет. А почему родители вам это не дадут? Ну? Зубы будут болеть. Да, потому что зубы будут болеть. Что еще? А нож может вас поранить. Перебьет аппетит. Хорошо, да, смотрите. Родители нам не дают, потому что они нас любят, они заботятся о нас. И они знают лучше, что это может тебе навредить. И точно так же Пан Бог. Бог тоже, ну давай еще. А еще может появиться кариес. Это верно, все верно. В сладости может появиться кариес. Можно? Могут украсть. Может повредить желудок. Все верно. Смотрите, родители вам это не дадут, потому что они заботятся о вас. И вам родители скажут, конечно же, нет, сынок, я тебе не дам, доченька, я тебе тоже не дам, потому что это может вредить. И точно так же Пан Бог. Когда мы что-то просим у Бога, да, Он тоже может сказать нам нет. Он скажет, нет, тебе это сейчас не нужно. Либо тебе надо еще подождать. Бог тоже нам умеет говорить нет, потому что Он, как любящий Отец, знает лучше, что для каждого из нас больше всего нужнее. И поэтому третье, кто прочитает? Ну? Бог знает, что нам действительно нужно. Все верно. Бог знает, что нам действительно нужно. Он, как любящий Отец, знает лучше вас, да, лучше самих себя. Бог знает самое лучше всего, что для каждого из вас нужно. Что вам... Ну, давай. Я хочу, чтобы Бог меня пустил в рай. Это очень классно. Я тоже этого хочу. И это, наверное, желание каждого человека. Это суперское желание. Молодец, да. Мы все должны к этому стремиться и просить у Бога, да, чтобы Он нас вел, чтобы Он забирал это плохое, а давал нам лучше. И поэтому, дорогие детки, да, когда мы молимся, это уже касается ваших родителей, дедушек и бабушек, всегда в конце молитвы мы должны добавлять очень важную фразу. В конце любой нашей просьбы, любой молитвы мы всегда должны добавлять одну последнюю фразу. «Будь воля Твоя». Вот. «Будь воля Твоя». Потому что Бог знает лучше. Когда-то Ксенц Петр Паприкевич тоже говорил, что о том, что если человек просит о здоровье, и он это здоровье получит, и на следующий день согрешит так, что будут пекло по нем плакать, то
лучше такому человеку и просьба, чтобы не была выслушана. Потому что Бог знает лучше, что для каждого из нас нужно. Да, мы, может, этого сейчас не понимаем, не хотим принимать, потому что многие люди, как дети маленькие, начинают капризничать. Почему Бог не слушает моей молитвы? Я уже молюсь столько лет. Бог не слышит меня. Бог не хочет со мной говорить. Это неправда. Это неправда, дорогие братья и сестры. Бог с нами общается каждый день. Через даже вашу жену и мужа, детей и так далее. Бог всегда что-то говорит. Только мы слушать порой не хотим, потому что мы хотим, чтобы наше желание, как вот этот автомат, было всегда исполнено. Я помолился, Пане Боже, я бросил монетку, то есть молитву, нажал на кнопочку, и ты обязан выполнить то, что я прошу. Но так, к сожалению, дорогие братья и сестры, не работает. Это не молитва, это эгоизм. Что я хочу только того, чего я хочу. Бог знает лучше, поэтому всегда, дорогие братья и сестры, в конце нашей молитвы мы должны добавлять эту фразу. Будь воля Твоя, Боже, я знаю, что Ты лучше знаешь, что для меня нужно, что для моих детей, внуков и так далее. Ты знаешь, как лучше всего повлиять, да, на моих детей. И я прошу Тебя, если Твоя воля в этом всем есть, исполни то, что я Тебя прошу. И вот это будет действительно молитва. И когда я буду говорить Богу спасибо, когда я буду говорить Богу прости меня, и когда я Богу только пожелаю только то, что Он выполнил мою просьбу, вот, тогда действительно будет моя молитва услышана Богом. И даже если Он скажет нет, не надо расстраиваться. Надо только поблагодарить и идти дальше. А наш путь заканчивается всегда там, где наш Бог, где наш Отец, в раю. И поэтому желаю вам всем, дорогие родители, дедушки и бабушки, как сказал наш сегодня ребенок, я желаю, чтобы попасть всем в рай. И это желаю вам всем и себе, и вам. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога, веруем, узбавшим от Иисуса Христа, вознесем праз Его посредництво до Бога, Отца нашей супольной молитвы. Молимся, Святый Костел, как Его вера, надея, любовь, показывали свету шлях до Божьего благодарства. Тебе просим. Катя. Пане, небесный Каин, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, небесный Каин, почуй нас, просим Тебе. Молимся Святого Отца, как под керівництвом Духа Святого, и Он содейничал умацованную сирот християнам с оправданной едностью. Почуй нас, о Пане, небесный Каин, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, небесный Каин, почуй нас, просим Тебе. Молимся за молодых людей, яких Христос кличе проповідувати добрую новину о Божьем благодарстве,
каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Почуй нас, о Пане, да не Гаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, не вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся о добром надворье на час сёлетняга жніва. Почуй нас, о Пане, да Не вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, не вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся в інтенції Святої Мши о Божьем благословенстве опеки Найсвятейшей Панны Марии для новой сям'ї Анастасії і Лорана, просячи доброго Бога, потребних ласк для їх сім'ї. Почуй нас, о Пане, да не вздыхаем, почуй нас, Просим Тебе, почуй нас, о Пане, не вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Молимся за Мартина Стопки о Божьем благословенстве, потребных ласках, за оказії 18-ї годовини його дня народження, а так само здання екзаменів на водительські права. почуй нас, о Пане, да не Почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане. Почуй нас, просим Тебе. Молимся за нас, удзельніках гэтай святой літургіі, каб мы умелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Почуй нас, о Пане, Тебе вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, не вздыхаем, почуй нас, просим Тебе. Просим Тебе, Боже ученик, каб мы не переставали узносить до Себе молитвы и вучились распознавать Твою волю праз Христа, Пана нашего. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Рук Твоих на прославление хвалу имя Своего, а так само Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що дякуючи Твоє щодрості отримали. Нехай просмут Твоей ласки, гэтая вяра святість наше земное життя, и приведи нас до радости вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. У горы сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годно гэтай справедлива, слушна і збавена, каб ми заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, Всемогутный вечный Боже,
праз Христа Пана нашага. Бо ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паннай Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арканёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі скликаючы. Святий, краніця усялякай святості, тому єдність з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутний Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Ісуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учини нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюл Твой рассеянный по усім свете. Удоскональ его у любови, разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе,
каб з імі і ми хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, по едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святый будь имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что подземно, подай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас всего злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володаєш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру Ягоною. Пане, не варте, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся, Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечную вспомин муки Твоего Сына, ученика в этот дар, Его невыказной любови, восприяв нашему збавлению, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, праз заступництво Марии, Мати Твоей, яка народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амин. Послухаем парафіяльныя аб'явы святы ружанец. На гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак Маці Божай няслоўнай дапамогі, у аўторак беззаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, у сераду Маці Божай ружанцовай, у чацвер Маці Божай міласэрнасці, у пятніцу благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, у суботу нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Чэнстахоўскай. Інтэнцыя ружанца на месяц жнівень. Будем молиться в интенции разбитых семьев и зняволенных праз залежности алкоголю, об цвярозасці ў грамадстве, об развитии ў парафіях пастырской деятельности для ратавання узалежненых асобаў от залежности и дрэнных звычак. У літургіі касцёлаў гэтых дня будем адзначаць 29 ліпеня ўспамін святых Марты, Марыі Лазара, 31 ліпеня ўспамін святого Ігнацыя Лайолы, святара, 1 жніўня ўспамін святого Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла. Гэта таксама першая пятніца месяца да Найсвяцейшага сэрца. Пана Езуса будзем маліцца пасля супольнай ружанцовай малітвы о 9 з раніцы. 2 жніўня в гэты дзень адзначаецца так званы адпуст парцюнкулі з нагоды ўспаміну Маці Божай Анёльскай. Неабходныя ўмовы, каб атрымаць гэты адпуст, гэта пабожнае наведванне касцёла. Трэба быць у стане асвячальнай ласкі, прыняць святую камунію і памаліцца ў інтэнцыях святога Айца. Гэта таксама першая субота месяца, ушаноўваем беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай гадзіне 9 з раніцы пасля супольнага ружанца. 3 жніўня, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы о 9 гадзіне выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці, адарацыя да 13:00, пасля святой імшы о 13 гадзіне эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. Таксама плануецца, што з 18 па 25 жніўня ў нашай парафіі адбудуцца канікулы з Богам. Усіх дзяцей і молад сардэчна запрашаем да ўдзелу. Таксама сёння, пасля кожнай святой імшы, з нагоды ўспаміну святого Крыштафа, які з'яўляецца апекуном вадзіцеляў, падарожнікаў і пілігрымаў, адбудзецца асвячэнне машын, транспартных сродкаў, а таксама благаслаўленне кіроўцаў. У сувязі таксама з гэтым пасвячэннем у закрысты ёсць магчымасць набыць брылкі з выявай святого Крыштафа і заахвочваем да гэтага. Таксама вось адразу пасля святой імшы, пасля кароткай падзякі за адбытую эўхарыстыю, можна сабрацца каля сваіх аўтамабіляў, адбудзецца супольная малітва, каротенькая і благаславенства. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне, усялякую аказаную дапамогу. Няхай вам добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Рінскай. На гэты тыдзень працы і абавязкаў прымем з верай Божае благословление. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа.
во веки.